Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. В Сосногорске продолжается обсуждение программы возрождения Республики Коми, предложенной временно исполняющим обязанности руководителя региона Сергеем Гапликовым. На этой неделе к обсуждению подключились члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия» и руководители образовательных учреждений Сосногорского района. Весна этого года для регионального отделения партии «Единая Россия» стала горячей порой. В апреле партийцам предстояло определить кандидатов на должность главы Республики Коми. В Сосногорске предварительное голосование состоялось 16 числа. Уверенную победу на нем одержал временно исполняющий обязанности руководителя региона Сергей Гапликов. Во время визита в Сосногорск он сначала осмотрел его достопримечательности, ответил на вопросы горожан, а затем признался в уважении к сосногорцам. Я вам могу сказать, если мы во всех других территориях достигнем хотя бы такого уровня отношения к своей территории, как в Сосногорске, я буду считать, что часть своей миссии я выполнил. А уже 22 мая сосногорцы должны будут выбрать кандидатов в депутаты Государственной Думы России и местных советов. В Сосногорском районе участниками предварительного партийного голосования станут 100 человек. Его победители примут участие в сентябрьских выборах. Тем из них, кому избиратели доверят депутатские мандаты, предстоит реализовывать программу возрождения Республики Коми, предложенную временно исполняющим обязанности руководителя региона Сергеем Гапликовым. Для того, чтобы сосногорцы четко понимали, какие перемены ожидают республику в целом и наш район в частности, в муниципалитете организовано широкое обсуждение программы. Одно из приоритетных направлений – более тесные отношения с ресурсодобывающими предприятиями. Так, например, «Газпром» продолжит работу по газификации населенных пунктов республики. Сосногорский район затрагивает поселение Поляны. То есть Поляна попала в газификацию, она будет газифицирована. Начало газификации, если я не ошибаюсь, по-моему, 17-й год. Вот это здорово, жители Поляны давно этого ждут. Увеличивает объемы инвестиций в республику и «Лукойл». В Сосногорске при помощи компании завершается ремонт Дома культуры «Горизонт». Также на средства, выделенные в рамках программы социального партнерства, будет приобретено оборудование для учреждения. Уверена, что 22 августа мы все будем присутствовать на торжественном открытии Дома культуры «Горизонт» после реконструкции. Недавний визит Сергея Анатольевича в «Горизонт», когда он туда зашел, он сказал: это у вас не Дом культуры, это у вас дворец. То есть все, что было построено в 60-е годы, все-таки оно строилось монументально, будем так говорить, и очень хорошо, что нам удается это сохранить. Еще один из пунктов программы – создание в муниципалитетах республики предприятий-драйверов, которые должны дать импульс развитию экономики на местах. Для Сосногорска такое предприятие – глиноземный завод, который должен предоставить горожанам 700 новых рабочих мест. Предприятием-драйвером для Сосногорского района считается глиноземный завод, и Сергей Анатольевич несколько раз подчеркнул, что технология строительства этого завода и дальнейшей его работы – это экологически чистое производство, соответствующее всем мировым стандартам безопасности. Программа возрождения республики остается одной из самых обсуждаемых тем среди активной части населения. В Сосногорском районе к ее обсуждению планируют подключиться практически все общественные организации. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск присоединился к всероссийской акции «Письмо Победы». Организаторами выступили волонтеры Победного корпуса. Главное в письмах – это их содержание. Ребята постарались выразить в них свои чувства к подвигам дедов и прадедов, поблагодарить их за то, что они сумели отстоять право нашей страны на свободу. Юноши и девушки могли написать письмо как ныне живущему ветерану, так и тем, кто погиб на полях сражений. Когда ребята пишут письма в прошлое либо настоящим ветеранам, они действительно задумываются о тех подвигах, которые выполняли наши прадеды и прабабушки, и задумываются о настоящей действительной картине сегодняшнего мира. Несмотря на юный возраст, каждому, кто взял в этот день ручки, было о чем написать старшему поколению. Мой прадедушка Сорокин Леонид, он был танкистом. Он был ранен, и в 1943 году он больше не участвовал в военных движениях. Это как бы память, потому что многие мои родственники участвовали в войне, в ТУ. Моя бабушка родилась в военное время, и, к сожалению, ей пришлось пережить это страшное время.
Лучшие письма будут вручены ветеранам во время проведения торжественных мероприятий ко Дню Победы, а также переданы в районный совет ветеранов. Еще одно мероприятие с участием волонтерского корпуса Победы – молодежный квест на Берлин. Участвуют 3 команды, представляющие 4-ю, 5-ю и кадетскую школу. Им необходимо пройти 5 испытаний различной тематики. Но все они связаны с событиями и фактами Великой Отечественной войны. Например, точно передать фонариком зашифрованное азбукой Морзе послание. Пока одна часть команды высвечивает точки и тире, вторая расшифровывает. От быстроты и точности зависят баллы, которые получит вся команда. Затем надо было проявить свои знания и способности в оказании медицинской помощи раненому бойцу. Не все задания участникам давались с легкостью. Тема одного из этапов – фильмы о войне. И суть состоит в том, что нужно сопоставить кадр из фильма с его описанием, с режиссером и названием. Конечно, ребята постарались вспомнить все фильмы. Также самые меткие могли заработать баллы для своих команд метанием снарядов. По словам организаторов, главная цель квеста – напомнить современной молодежи о ключевых событиях и героях в истории Великой Отечественной войны. Все участники с заданиями справились, но все-таки лучшей стала команда школы номер 5. Совсем скоро мы будем отмечать самый главный праздник нашей страны – 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно к этой знаменательной дате проводится много мероприятий. Так, в Сосногорске проходит благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». В ходе акции будет оказана адресная помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам. Участие в акции – это реальный вклад в качество жизни ветеранов, проживающих в Сосногорском районе. Уже сегодня каждый житель может принять участие в благотворительной акции «Мы наследники Великой Победы» и выразить благодарность нашим землякам, которые на фронтах и в тылу приближали День Великой Победы. Реквизиты на ваших экранах. А всем, кому дорога память о фронтовиках-победителях, предлагается принять участие в формировании бессмертного полка. В этом году в Сосногорске он впервые пройдет под этим именем. Изготовить транспарант для участия в шествии можно самостоятельно или обратиться в штаб полка в городской музей. Сама же народная летопись бессмертного полка формируется в интернете на официальном сайте акции. Информацию о родственнике-ветеране и его фото можно самостоятельно опубликовать на страницах сайта мойполк.ру. Ты послушай, внучек, послушай, чтобы сыну потом рассказать. С неба смотрят родных наших души. Смерти память у нас не отнять. Колю ранили, Сашу убили. Кто вернулся, растили детей. И заранее крепко любили нерожденных твоих сыновей. Бессмертный полк. Сохрани память о родных в книге народной памяти на сайте мойполк.ру. Сборная команда Республики Коми заняла второе общекомандное место в чемпионате и первенстве России по тэквондо, проходившем в Казани с 13 по 17 апреля. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 35 регионов России. В их числе и юная сосногорка Юлиана Малышева. Наша землячка провела 5 поединков в личных спаррингах, завоевав медали высшей пробы. Также Юлиана привезла в Сосногорск золото за участие в командном спарринге, где она выиграла 2 поединка, и серебряную медаль за командный туль. Как отметил тренер сосногорской секции тэквондо Алексей Форов, Юлиана занимается единоборствами с 7 лет. За время тренировок успела показать себя успешной и целеустремленной спортсменкой. Воспитала в силу, потому что силу, здоровье, то, что давно уже не болела, то, что хожу сюда. И слишком сильная стала. Кости крепкие стали. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России. Она примет участие в чемпионате мира по тэквондо, который также пройдет в Казани с 12 по 19 июля. А 24 апреля первенство по этому виду спорта состоялось и в Сосногорске. Участники соревнований боролись за призы 2-й детско-юношеской спортивной школы. На соревнования съехались спортсмены из Ухты, Воркуты и Сыктывкара. Сосногорскую команду представляли 22 воспитанника секции тэквондо под руководством тренера-преподавателя Алексея Форова. Всего участие в первенстве принял 81 человек. Нашим спортсменам удалось успешно представить Сосногорск, завоевав комплект почти из 20 медалей различного достоинства. Также в командном туле наши девушки были удостоены наград за 1-е и 3-е места. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск.
В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью 3 градуса тепла. В течение дня воздух прогреется до 12 градусов. В субботу ночью плюс 6. Днем 10-12 градусов тепла. Осадки маловероятны. На этом пока все. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках «Вестей Тимана». А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.